Двухразовые тренировки мы не можем проводить, потому что не все спортивные комплексы пускают нас, потому что у нас есть задолженности. По словам главного тренера мини-футбольного клуба «Прогресс» Евгения Осинцева, игрокам не выплачивают зарплату на протяжении 3 месяцев. Но несмотря на финансовые проблемы, они не уходят из клуба. Они продолжают усердно тренироваться и играть, демонстрируя настоящий командный дух. Игроки не позволяют себе давать слабину из-за финансового кризиса в «Прогрессе». Самое главное, что команда подобралась такая, что коллектив единомышленников. То есть, казалось бы, где-то можно развалиться, где-то можно дать слабину, но у нас не было ни одного такого матча, ни одной такой тренировки даже не было, где-то мы себе позволяли, чтобы кто-то расслабился, кто-то не добежал, кто-то не доработал. Руководство Удмуртии стремится к разрешению денежной проблемы в команде. По итогам встречи президента клуба с исполняющим обязанности первого вице-премьера республики Александром Свининым, футболистам должны выплатить зарплату в ближайшее время. Надеюсь искренне, что у нас руководство услышало нас и войдет в наше положение, и финансовые поступления будут, и нам будет гораздо легче дышать, гораздо легче работать, потому что это будет огромным большим стимулом для нас, для нашего дальнейшего и развития, и прогресса. Сейчас «Прогресс» идет на 7-м месте в чемпионате России. Команда намерена повторить успех прошлого сезона и выйти в плей-офф. Этим летом в клуб перешли несколько опытных игроков, которые не только сами повышают свое мастерство, но и помогают прогрессировать молодым спортсменам. Все это позволяет смотреть с оптимизмом на будущее мини-футбольного клуба.